Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашу пару и посмотрим, что происходит между вами сейчас и что ждет в ближайшем будущем. Ближайшее будущее вы можете загадать себе сами. И я буду смотреть на месяц. Загадывайте на себя, на мужчину, и давайте посмотрим. Я попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и необходимую информацию. Так, давайте я сразу еще на оракуле посмотрю на мужчину сегодня и на вас сегодня. Вот что он из себя представляет, кто вы. Сейчас посмотрим. Заодно это будет даже как предиагностика, чтобы вы для себя понимали, ваше гадание, либо нет. Так. Мужчина сегодня и вы сегодня. Так, карта мужчины. Метла. Ну, рвет и мечет, девочки. У него сейчас такое состояние, вот он злой, он агрессивный, он противный, колючий, как этот репейник. И прям хочется что-то сделать такое, знаете, не очень хорошее. У кого-то отыграется, что мужчина ревнует, и ревнует просто до безумия. Знаете, как кулаком стену пробивает, либо хочется это сделать. А у кого-то отыграется, что у мужчины какие-то серьезные неприятности по жизни, и он прям обозлился на всех и вся, и вот не подходи. Ежик обиделся, да, не подходи, уколю. Сам по себе мужчина очень страстный, очень яркий, харизматичный, умеет привлечь к себе внимание, очень горячий на действия, на поступки. Знаете, как сначала сделаю, а потом подумаю, а нужно ли мне это, а стоило ли это. Да? Часто очень в холостую работает, тратит силы не туда, куда надо, ну и действует импульсивно. Это по жизни, конечно, мешает. Мешает, теряет силы, теряет ресурсы и, знаете, иногда даже туда, куда надо, не успевает. Ему бы терпение, идеальный мужчина получится. Ну, это все, конечно, с возрастом, годами нарабатывается. Кому-то и жизни мало, да, чтобы это приобрести. К вам однозначно страсти кипят, абсолютно неравнодушный. Еще раз говорю, вот прям 99%, что очень сильно вас сейчас ревнует. Ревнует, просто сходит с ума. Вот. Вы для него прям создали какой-то очень пиковый, острый момент. Но опять же, кого-то отыграется, что именно на вас он сейчас злится, и под горячую руку, да, желательно ему не попадаться. Так, что касается вас. Ой, а на вас вышел медведь, ну надо же. А вы сильная личность, вы гораздо сильнее, чем этот мужчина. Смотрите, вы мудрая, вы умная, вы продуманная, вы привыкли планировать, вы привыкли рассчитывать, да, вот, делать наперед, как спланировать свой путь, несколько запасных вариантов. Вы никогда не будете действовать, не будучи уверена в результате, который вы получите. Вы такой человечек несгибаемый. Вот если он на импульсе и очень много ошибок совершает, а потом переживает, хватается за голову, что же мне теперь делать, то вы наоборот. Если какие-то ошибки, если какие-то неприятности, вы и, как говорится, глазом не дергаете, да? Вы рукава засучила и пошла разбираться с этими проблемами. Вам палец в рот не клади, ой, не клади. Характер еще тот. С виду вы спокойная, такая уравновешенная, но если вас тронуть, мало не покажется. Да, вы, кстати, очень привлекательная. Очень многие на вас внимание обращают. И про вас
ходят, ну, не знаю, легенды, сплетни, слухи, что вы такая собирательница мужских сердец. Вам все время приписывают каких-то женихов, любовников, мужей, да, вот прям на язык. Вы у людей на языках. Вот. Любимая тема — поговорить про вас. Вы запоминающийся человек. При этом вы любящая, вы заботливая. Если вы любите, то для человека вы готовы, ну, просто какие-то невероятные поступки и действия. Вот себя не жалеете, а ради любимого человека, да, там, мужчина, дети, да, родители, вы готовы просто на все и сразу. Вам, кстати, на ближайшее время идет везение в деловых вопросах. Работа, деловые вопросы. Вам идет везение, вам идет гарантированный успех, так можно сказать. По поводу денег еще хочу добавить. По деньгам, ну, вы когда себе ставите цель заработать, вы зарабатываете. Просто не всегда вы себе такую цель ставите. Для вас скорее важны желания, чувства и любовь. Вот. Либо на сегодняшний день, да, возможно, вы в таких энергиях находитесь. Если вы поставите себе цель заработки, деньги, то вы без проблем, не знаю, даже в пустыне, там, в тайге найдете, где вам заработать. Вот такой вот вы человек. У вас к этому, кстати, талант. Рука легкая, вот, зарабатывать. Но только надо ставить цель. Пока ваша цель — это семья, это любовь, это взаимоотношения. Так, ну это на сегодняшний день. Кстати, пара. Какая же вы пара? Ну, сильная женщина и нервный мужчина. Извините, но по-другому в сегодняшнем дне не выходит. В целом, мужчине очень сильно повезло, что вы на него обратили внимание. Такая красотка могла и мимо пройти. А вы обратили внимание. Вы его, как, знаете, счастливый билетик в прекрасную жизнь. Ну, если он, конечно, поймет, как говорится, оценит. Даже если сейчас он этого не понимает, ну, поверьте, даже слепой видит, кто вы такая. Да? Даже глупый человек понимает, что вы сильная личность, что вы фартовая, что с вами будешь как у царя за пазухой. Вы заботливая, да, вы строгая, но при этом вы дающая. Так не идет. Смотрите, здесь именно мужчине повезло, что вы на него обратили внимание. Ему подарок от судьбы. А вам, конечно, воспитательный процесс, потому что с этим мужчиной, да, скучно не будет, он подарит вам массу очень ярких и запоминающихся моментов, не всегда, конечно, положительных, но тем не менее. Воспитывать, да, мужчину этого вам придется воспитывать, либо воспитывать его под себя. Благо он хоть и ежик, да, обиженный ежик, но тем не менее здравый смысл в нем тоже присутствует. То есть он может быть с вами иногда не согласен, но подумавший понимает, что вы были во всем правы. Да. Интересная вы пара, что тут скажешь, интересная. Так, что происходит между вами? А между вами кто-то вмешался. Видите, вмешался, причем человека показали как оса. Да, осы, они ведь жалят больно, они ведь такие хищные, да, хищные, это пчелы у нас там нектар собирают, а осы, они хищники. Вот между вами такая оса и залетела. Причем, я так понимаю, ужалила в самое сердце вашего мужчину. Как хотите, но вас, скорее всего, оговорили. Отсюда вот эта безумная ревность, отсюда вот эти все резкие реакции в вашу сторону. Кто-то вас оговорил, кто-то тут на вас наговорил. Да, кто-то из девчонок, кстати, зашел на мою отсыпку. Смотрите на мужчину, кто вам нравится, да, либо у вас может быть тайные любовные связи. При этом вы замужем, да, официальный брак, либо с кем-то вместе находитесь, но смотрите на своего возлюбленного любовника. Да? Ну, дошли вы уже до той точки, когда мужчина
хочет вас целиком и полностью, не готов вас ни с кем делить, и очень хочется кричать на весь мир, что вы именно его женщина. А то, что вы ему там говорите, потерпи, помолчи, его просто убивает, девочки, убивает, вот прям ему плохо. И тогда вот эта оса, это именно ваш сегодняшний партнер, либо ваш муж. Ревность тут безумная. И я вас хочу предупредить, что мужчина уже, знаете, как не ведает, что творит. Может даже и действительно вас скомпрометировать. Это такое вам предупреждение. Вы либо с ним там как-то полюбовно договоритесь, либо придумайте выход из этой ситуации. Вот он может, не знаю, выпить, от горя прийти и вот прям требовать сатисфакции у вашего мужа. Да, вызывать его, там, не знаю, на дуэль. Типа, давай драться, кто победит, того и женщина. Может, девочки, он такой. Особенно если выпьет, он себя совсем не контролирует. Если вы не замужем, то, скорее всего, вас, не скорее всего, а так оно и есть, да, вас оговорили. Про вас насплетничали, сказали, что вы там со всеми и сразу, и мужиков там как перчатки меняете. Вот, может быть, даже какие-то типа доказательства предоставили, либо какого-то свидетеля там привели. Ну, в общем, провели такую деструктивную работу, но очень эффективную. И мужчина вот прям в горюшке находится, да, потому что сердце разбито, да, ужалила оса прям в сердце, и не по себе, не по себе. Так, у кого-то, кстати, отыграется происки соперницы, но тут уже будет не конкретно соперница в любви, а, например, ну, допустим, да, его мама, которая могла там ему 1001 доказательство привести того, что вы там неверная, недостойная и вообще, да, с низкой социальной ответственностью женщина, да, легкого поведения. Еще вот такая информация крутится. Может быть, ваша подруга из зависти, из подлости могла мужчине какие-то там мысли внушить, что вы там с ним из-за какого-то интереса, либо что вот вы с ним ради там любви, близости, а с каким-то мужчиной ради интереса финансового, да, ну, то есть специально в отместку вам могла вам наговорить гадости и глупости этого мужчине. Он сейчас рвет и мечет, девочки. Состояние у него очень плохое, очень. Опять же, да, вот смотрите, здесь добавляется неприятности по бизнесу, по работе, по каким-то вопросам, знаете, как подвели, подставили. И еще, опять же, да, сердце раненое, ну и вы такая холодная, тоже как на него то ли обиделись, то ли немножечко как паузу взяли. Вот прям у него земля под ногами трещит, горит, и все, знаете, как сыпется, рушится у него в жизни. Плохое у него состояние, плохое. Так, ладно. Это, конечно, вы все переживете, но осадочек, если это все не проговорить, не обсудить, знаете, как по полочкам не разложить, он может быть и у вас, и у него. То есть этот момент, он может в будущем даже где-то вылезти, вот когда уже у вас все хорошо будет, да, вот память, она же такая штука, да, избирательная. Знаете, как что-то покажется, что-то не так пойдет, где-то кто-то на кого-то обидится, да, и это все может всплывать и как повторяться. Здесь такой совет. Мужчину не трогать, ну, ближайшие там 24 часа, вот пусть будет как есть. Потом вам обязательно нужно себя пересилить и с мужчиной поговорить, либо как-то ему промаяковать, что вы готовы с ним поговорить. Может быть, какой-то там смайлик отправить, сообщение написать, не знаю, через кого-то передать, да? Разговор должен быть очень серьезным, и вы должны быть инициатором. То есть проговорите, все объясните. Если у него есть какие-то вопросы, наберитесь терпения, отвечайте на эти вопросы. Убедите его в том, что между вами, например, все хорошо, что вы его любите, и только его
Либо если вы любовники, что нужно, ну, не знаю, там, потерпеть, подождать, и не нужно афишировать то, что вы любовники. Все это нужно обсудить. Не думайте, что ах, я женщина, а он мужик, он должен там терпеть, ждать и вести себя по-мужски. Нет. Знаете, что он более эмоционально нестабилен, чем вы. Вы более сильная личность, а он более, видите, вот. Ах, огонь. Огонь, который такой блуждающий огонь. Знаете, вот шаровая молния. Есть просто молния, да, которая там в землю либо в дерево бьет. А это то, что летает, передвигается, и не пойми, где оно появится. Вот. А мужчина в порыве импульса может быть даже опасным. Не только для окружающих, но и для самого себя. Ну, такой вот у него характер, такая он личность. Кстати, на это вы и потянулись. Вот. На это он вас и подманил к себе. Не похож на других мужчин. Вот, как изюминка в нем. И вы к этому потянулись. Так, ближайшее будущее. Ну, разговор между вами будет, да. Разговор непростой. Вам терпение и только терпение. Не вижу, чтобы что-то другое помогло. Максимально спокойно, как с маленьким ребенком, объясняем, рассказываем, разжевываем, проталкиваем, да, ну, чтобы прям понял, чтобы вы в глазах у него увидели, что он все понял. Важно договориться. Договориться. Сумейте с ним договориться. У вас, смотрите, романтика возвращается, чувства возвращаются, доверие возвращается, гармония возвращается. Не сумеете договориться, ну, мужчина может, знаете, как то ружье на стенке, да, взять да выстрелить, какую-то неприятность вам доставить, либо стать триггером каких-то неприятностей в вашей жизни. Вот я вас честно предупреждаю. Если вы жена, смотрите на мужа, он может в запой уйти. Правда, да, взять и уйти в запой, причем надолго. Так вот, знаете, что выпадает прямо из жизни человек. И попробуй его назад верни. Даже может куда-то уйти на несколько дней. Вот, типа, я пропал, да, и давай ищи теперь меня. Как в отместку даже так поступить. Поэтому, девочки, набираемся терпения и как с маленьким ребенком объясняем, я не знаю, как, на какие-то, может быть, там, уступки пойдите на мелкие, какие-то поблажки им пообещайте, но желательно его вернуть в нормальное состояние. И знаете, только у вас это получится, только лишь у вас, потому что вы на него влияете колоссально. На него так никто не влияет, как вы влияете. Сила, понимаете, ваша сила, она такая мощная. Она, знаете, как с одной стороны согревает, а с другой стороны и достаточно мощно нажимает на этого мужчину. То есть он у вас как под колпаком не идет. Так, что еще? Важный момент связан с тем, что у вас немножко идет как ответвление друг от друга. У мужчины идет какая-то работа. Работа, причем работа очень хорошая, оплачиваемая, может быть, даже связана с какой-то поездкой, командировкой. Вот видите, у него над головой лошадка такая, хвост подняла и вправо, да, дорогу, кстати, дальнюю. То есть, если он уедет, то уедет там на неделю, чуть больше, чем неделя. Либо, если на работу поступит, то прям первые 2-3 недели он будет с головой уходить в эту работу. Может быть, заказ какой-то получит, да, может, сам на себя работает. А у вас идет какая-то реализация давно задуманного, реализация, может быть, каких-то ваших планов. Опять же, это может быть связано и с вашей профессиональной деятельностью, и с вашим здоровьем, с вашим внешним видом. Может быть, даже какие-то ваши давно запланированные мечты и желания. То есть у вас идет больше как интеллектуальное, больше как там для души, больше как вот именно сама для себя, да, для собственного развития. А у него именно физический труд. Вас сама жизнь будет немножко вот друг от друга отдалять, да, чтобы вы взяли какую-то паузу, передышку, чтобы каждый выполнил свою задачу, чтобы каждый добился своего вот максимального успеха. Вот. И опять же, да, и передышка,
и отвлечения, и поутихнут вот эти все страсти, связанные с ревностью, с претензиями и с какими-то даже обидами. Что касается этого персонажа, который вам тут мешает, ну, я не вижу на ближайшее будущее, что этот человек уйдет с вашей дороги. Человек будет ждать момента, когда вы, либо мужчина будет уязвим, и пытаться еще раз наносить вот эти жалящие удары. Здесь вопрос нужно решать как-то радикально. Либо идет полный отказ от общения с этим человеком, ну как вариант, либо надо действовать на опережение. То есть, да, на опережение. То есть, если вы что-то про этого человека знаете, либо в чем-то подозреваете, либо у вас есть доказательства, что этот человек намеренно, да, вредит вашим отношениям, значит, нужно это все выносить, доносить, да, вернее, до этого мужчины и как бы тем же оружием врага этого и бить. Ну, это как вам совет, такой совет и рекомендация. В принципе, встретились вы не просто так, не случайно вас судьба свела. Я вот просто вижу, тут такие знаки идут на будущее, да, то есть у вас основные события в вашей паре, в ваших отношениях, они вот в будущем идут. События, кстати, очень хорошие. События, которые кардинальным образом будут менять не только ваши взаимоотношения, но и ваше будущее. Будущее и ваше, и мужчины. Поэтому, как говорится, все самое важное и интересное с этим человеком у вас впереди. Вам, мои хорошие, нужно научиться биться, да, сражаться за свое, уметь иногда отступить, либо сделать какую-то уступку, да, как говорят, проиграть отдельный бой, да, но выиграть войну в целом. Вот как-то так вы должны научиться маневрировать. Я вижу ваш характер, я вижу, что вы такая правду и только правду, и что прям без теней. Но, может быть, нужно немножечко быть более помягче, поуступчивее. Ну, по крайней мере, с этим мужчиной. Но видите, он же как ребенок. Вы ребенок. Вот. Воспринимайте его проще. Не судите его по себе. Ему до вас далеко. Вот поверьте, ему до вас далеко. И навряд ли в ближайшем обозримом будущем он сможет достигнуть вашей высоты. Так что, мои хорошие, решать, конечно, вам, выбирать вам. Ну вот чем могла, тем помогла. Да? Какие советы пришли, какие вот подсказочки нам Вселенная подарила, я все вам передала. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.